Тынчтык сактайсыздарбы? Тынчтык бурактап туруңуздар. Саламатсызбы? Саламатчылык, келиңиздер, отуруңуздар. Бул менин кошунам Айсулуу. Бунун көйгөйүн турмушун билесиздер. Дагы эле эч кандай жардам көрсөтүлгөн жок. Бунун 2 кызы бар. Улуу кызы майып коляскада 1-чи топтогу. Ал эми 2-чи кызы болсо эч кандай бакчага барбайт. Жолдош болсо арактан башы чыкпайт. Речь идет о сельской семье из 4 человек. И муж, и жена не работают. В семье нет и дня без ссоры. Статус инвалидности старшей дочери не установлен по закону, за что полагалась бы пенсия. Несмотря на ее огромное желание учиться, она не ходит в школу, проводя жизнь прикованной к коляске. Младшую дочь не могут устроить детский сад. Все из-за того, что их брак не зарегистрирован, и на детей нет свидетельств о рождении. Мать детей решает обратиться за помощью к сотруднику правозащитной организации, недавно открывшейся в их селе, чтобы получить государственное пособие для детей. Мен балдарымдын метрикасы жок болчу. Сиз эмнеге ушул маалга чейин алган эмессиз? Жолдошум экөөбүз заксыз жок, ошондуктан балдарыма да метрика ала алган жок. Апе Айсулуу, ишти башынан силерде башташ керек турбайбы? Мамлекет силердин укугуңарды бузбай эле өзүңөр бүзүп жаткан турбайсыңарбы? Ой, адамдар ушундай да, анан келип алып эле ушу чыгып сала берет. Обратившись в организацию, она решает свои проблемы. В итоге сама становится волонтером этой организации, помогая другим людям с подобными проблемами. Старшеклассники 4 сельских школ инсценируют наиболее типичные правовые проблемы сельских жителей в форме уличного театра и наглядно демонстрируют возможные правовые пути их решения. Коллективу школ 2 аэльных округов Нукатского района Ошской области организации уникального мероприятия нацелены на решение одновременно нескольких проблем. Ата, у нас сентябрында 10 болду. Мен эмне окубаймын, 10 класс бүткөн окуп тапшыра албайт экен. Мен да башка балдарга окугум келет. Үчүнчү. Токточу кайдагын айтып келип жүрөбүз. Правовое сознание приходит к человеку не сразу. Если общественная и семейная жизнь людей испокон веков базировались не на законах, а на традициях, то внедрить какие-либо правовые нормы гораздо труднее. Проект ПРООН «Расширение доступа к правосудию в Кыргызской Республике», учитывая такие особенности нации с целью повышения правосознания в сельских регионах, инициировал такую акцию в форме уличных театров. Айыл өкмөттүн жасай турган ишине ПРООН жардам кылып колдоо көрсөтүп атат. Биз бул маселеге жакшы көңүл бөлбөй келген экенбиз. Азыр бул жаатта укугу корголбогон адамдар көп экен да. При подготовке уличных представлений участники сами приобретают правовые знания и навыки. Во-вторых, зрители уличных театров также получают актуальные и практические знания по правовым вопросам. В-третьих, все проблемы и события театральных представлений были взяты из повседневной жизни сельских жителей и были показаны в увязке с традициями и менталитетом народа, что в конечном итоге может быть эффективной практикой повышения правовой культуры всего населения страны. Четвертое представление школьники назвали «Защита прав несовершеннолетних детей». В нем трогательным образом рассказывается судьба ребенка, родители которого уехали за границу на заработки и оставили его у родственников. Проблемы эксплуатации труда несовершеннолетних детей, лишение родительских прав и прав опекунства, обязательства государства по защите прав и свобод детей. Представление была сделана попытка найти пути решения на все эти насущные проблемы современного общества в реалиях сельской жизни. Это представление, затрагивающее судьбы сотен тысяч наших маленьких сограждан, родители которых вынуждены скитаться в чужих странах, по оценкам специального жюри конкурса завоевало 1-е место, и его организаторы получили ценный приз. Впрочем, никто из участников без приза не остался. Главной победой этой инициативы стало то, что всеми накоплен определенный опыт, и это позволит в будущем успешное продолжение этого начинания. Ой, тебе еще
Ошону айтсаң? Айылдан бар, ошону мактап. Болгону да кызыл айтсаң менен. Арыкта каккан суу. Арак болуп калсачы. Четинде көкчөктөр. Сабат болуп калсачы. Ала кушту атынан аташ керек. Адамсыңбы адамча жашаш керек. Жакшы турмуш өз эле келе койбойт. Жан дүйнөгө төңкөрүш жасаш керек. Өрүмдүн өңү өзгөчө көрүнөт. Каршы чыга албайт дамына жаштын. Башкы дөмөрчүм жок бирок өзүм. Таанышым жок талантым гана өзүм. Максатым айпер болуш.